Автономная котельная в 9-м детском саду уже 2 отопительных сезона снабжает теплом все помещения этого дошкольного детского учреждения. Заместитель заведующей детсада по хозяйственной части Екатерина Влах рассказала, что котельная оборудована 2 котлами, которые работают бесперебойно. Установлена она была в конце 2012 года, но мы затопили ее в 2013 году. Отопительный сезон с октября месяца начался у нас. Котельная состоит из 2 котлов, работает 2 котла, отапливается, работает круглосуточно, не останавливаем. Воспитатель данного дошкольного учреждения отмечает, что по сравнению с прошлым, в этом году и дети стали лучше посещать детсад, поскольку температура в помещениях постоянная, перепадов нет. В связи с этим и дошколята не так часто болеют. Все было сделано на благо детей. У нас группа теплая, но если у нас сохраняется постоянная температура, перепадка нет, то вместе меньше заболеваний, дети не болеют. Малыши данного дошкольного учреждения довольны температурным режимом в помещениях. Говорят, что даже жарко бывает в зимнее время. Конечно же, это лучше и комфортнее, чем сидеть в куртках в группах, вспоминают дети, как это было пару лет тому назад. В группе жарко, мы иногда одеваем майки, когда ложимся спать. Зимой тепло. У нас в группе зимой тепло. Мы зимой спим в пижамах. Зимой нам топят печку, а когда лето, мы в майках спим. Температурный режим, конечно же, улучшился в сравнении со старыми котлами, которые использовались в этом дошкольном учреждении 2 года назад. Однако новые котлы при старой системе теряют свою 100% эффективность, отмечают работники детского сада номер 9. У нас 9 групп. 2 года, как у нас уже отопление автономное. Что хочется сказать об этом отоплении? Там, конечно, есть плюсы и минусы. Плюсы, что мы можем топить постоянно, круглосуточно, чего не было, между прочим, при газовом отоплении. Там топили нам до обеда, потом прекращали. Тут мы топим круглосуточно, даже и выходные дни, праздничные. Вот. Но немножко, конечно, система это не продумана, потому что для того, чтобы было перейти на эту систему отопления, нужно было, конечно, в первую очередь нам продуть все трубы и батареи, потому что там, где есть большие эти круглые батареи, вот эти большие трубы, там теплее намного, чем в этих трубах, где идут как гармошкой. В муниципе Камрад не все детские учреждения перешли на автономное отопление. Детскому саду номер 9 повезло больше, так как при мэрии был выигран и реализован именно в этом детском саду грант. Возобновляемый источник энергии, безусловно, даст свои положительные результаты, а работники детского сада на практике хотят не просто использовать новшества для отчета, но и получить от них наиболее высокий результат.